якутяне. Это знаменательная дата. 27 апреля 1922 года была образована Якутская автономная советская социалистическая республика. Вспоминая это событие, хотел бы напомнить, кто стоял у истоков создания государственности Республики Саха-Якутия. Это Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Ржаков и другие государственные и политические деятели того времени. Отмечая эту дату образования республики, хотелось бы вспомнить ее путь развития. Основу экономического развития составляет промышленность, а развитие промышленности составляет ее полезные ископаемые недра Якутии, богатые золотом, углем, алмазами, нефтью, газом. В 60-е годы, теперь уже прошлое столетие, началось активное освоение природных ресурсов республики. Большой вклад в их освоение, в внедрение новых разработок, внедрение добычи, переработки внесли руководители того времени: Чиряев Гаврил Ильич, Власов Александр Владимирович, Овчинников Александра Яковлевна, Игнатьев Иннокентий Гаврилович, Тихонов, Батынчук, Десяткин и многие другие. Сегодня республика успешно развивается и находится на подъеме. Все необходимое для улучшения и дальнейшего развития имеется возможности. Время диктует сегодня новые подходы к решению вопросов. Поздравляю вас с Днем образования Республики Саха-Якутия. Дорогие земляки, дорогие друзья, я сегодня с радостью от всей души поздравляю вас с замечательным праздником. Праздником Республики Саха-Якутия. Мы с вами живем в очень трудное время, когда наша страна и многие страны мира ведут борьбу с жестокой инфекцией. И поэтому сегодня поздравляю вас. Я прежде всего желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. А со всеми бедами, которые на вас свалились, якутяне, вы мужественный, талантливый и очень трудолюбивый народ, и я уверена, обязательно справитесь, что я вам и желаю. Я прожила в Якутии и работала в Якутии почти 25 лет. И за это время этот великолепный край Якутия для меня, блокадницей, стала второй родиной. Поэтому, дорогие друзья и дорогие земляки, я всегда вас помню, люблю, горжусь вами, горжусь вашими успехами и достижениями. Я еще раз поздравляю вас с праздником.
Дорогие друзья, в канун праздника Дня Республики Саха-Якутия мои самые искренние поздравления жителям этого сурового и прекрасного края нашей страны. Якутия – это часть моей жизни, часть души, часть сердца. Останутся со мной навсегда. В канун великого праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне я, как житель блокадного Ленинграда, с особой теплотой вспоминаю, с каким уважением, заботой и вниманием относились к нам республики. Нам, ветеранам Великой Отечественной войны. Я этого никогда не забуду, как буду всегда благодарен прекрасному народу республики и о тех днях, которые я провел в Якутии. С праздником, дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, успехов, личного благополучия и счастья. Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Республики Саха-Якутия. 27 апреля – это для нас всех особый день. В этот день мы вспоминаем историю, в этот день мы думаем о будущем. 27 апреля для постоянного представительства еще более значим, потому что его основал наш замечательный государственный деятель Максим Кирович Амосов. Максим Кирович был основоположником статуса автономной республики в первые годы советской власти. 27 апреля 1992 года была принята Конституция уже постсоветской России. Эти события в эти дни были направлены для того, чтобы каждый из нас, из якутян, стал более свободным, чтобы каждый из нас жил лучше в интересах своей семьи, в интересах нашего общества и в интересах нашего государства. 27 апреля всегда мы отмечали большими количеством мероприятий. Мы всегда собирались большим кругом и всегда поздравляли друг друга, желали здоровья, желали удачи и успехов. Сегодня особый период, который переживает весь мир, наша страна и наша Якутия. Мы сегодня, к сожалению, не можем обнять друг друга, пожать руки, вспомнить о прошлом в узком тесном кругу. Нам сегодня предначертано быть немного подальше друг от друга, быть на расстоянии и думать о друг друге, но с учетом всех особых условий борьбы с этой страшной заразой. Но это не может отменить этого праздника. И поэтому сегодня принято решение, что и в нашей республике, что и у нас здесь, в Москве, мы проведем этот праздник и отметим его вместе все в режиме онлайн. Сегодня я всех приглашаю включиться в прямой эфир, который будет организован в Инстаграме постоянного представительства. Я жду вас всех с вашими выступлениями, с вашими вопросами и с вашими пожеланиями. Хочу всем пожелать здоровья, благополучия, счастья каждому дому, мир всем нам. Мы обязательно встретимся, обязательно обнимемся и обязательно будем здоровы. С праздником вас, дорогие земляки!